Более 4 часов длилась пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. Ежегодная встреча с журналистами проходила в Конгресс-центре в Москве. Свыше 2000 представителей средств массовой информации принимали участие в пресс-конференции. Впервые за 15 лет на нее удалось попасть журналистам из Южной Осетии. Съемочную группу ГТРК «Ир» представляли корреспондент Алан Тибилов и телеоператор Джонни Техов. К сожалению, нашим так и не удалось задать вопрос. Они касались волнующих народ Осетии тем: воссоединения обеих частей Осетии с последующим вхождением в состав Российской Федерации, и не менее важный вопрос касался признания геноцида осетинского народа, о котором ранее упоминал глава российского государства в одном из своих интервью. Буквально недавно закончилась большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он подвел краткий итог за год и ответил на интересующие журналистов вопросы. К сожалению, журналистов было очень много, и нам не удалось задать вопрос государственному телевидению Южной Осетии, но тем не менее впервые за 15 лет журналисты из Южной Осетии побывали на этом мероприятии. Это очень большой опыт для нас. Съемочная группа по сложившейся традиции подготовила плакат. На белом фоне огромная надпись «Южная Осетия». Каждый представитель средств массовой информации старался привлечь внимание пресс-секретаря главы государства. Как отметил Алан Тибилов, в любом случае это был хороший опыт. А в целом атмосфера была очень доброжелательная. На самом деле обычно говорят, что вопросы уже заранее подготовленные, но на самом деле это не так. Было видно, что федеральным телеканалам в первую очередь давали слово, но и регионы, и зарубежные СМИ как бы не обделяли. Но первый опыт получен. Журналисты ГТРК «Ир» постараются и в следующий раз принять участие в итоговой пресс-конференции Владимира Путина. Роза Тедеева, Алан Тибилов, Джонни Техов. Информационный выпуск сегодня.